Правительство – это институт государственной власти, который ответственен за социально-экономическую сферу. В социально-экономическую сферу входят практически все составляющие жизни приднестровских граждан и наших организаций, предприятий. Поэтому основная нагрузка все равно лежит на правительстве. Несмотря на то, что мы видим во всех странах негативные проявления в экономике усугубляются, к сожалению, мы поддерживаем определенный уровень стабильности. И сейчас задача правительства – минимизировать негативное влияние на экономику Приднестровья. При всем при этом, конечно, у нас нет таких глобальных возможностей, которые бы нам бы хотелось. Поэтому будем действовать в рамках наших возможностей. А что касается кадровых перестановок, жизнь есть жизнь. Кто-то определяет одно направление, кто-то определяет другое направление дальнейшего прохождения государственной службы или деятельности в разных организациях. Поэтому происходят соответствующие замены, и сегодня будет принято решение о назначении председателя правительства. Мы сообщим средствам массовой информации чуть позже, потому что для этого нужна дополнительная процедура. Нужно рассмотреть перспективу трехлетнего бюджета. Мы пытаемся в республике перевести на трехлетнее планирование. Это изменяет концепцию подхода в организации деятельности как органов власти, так и хозяйственных субъектов, потому что планирование будет более длительный период. Это очень важно для экономических агентов, для Приднестровья в целом, потому что это позволит планировать не только доходы и расходы, но все составляющие бюджета. Это и тарифная политика на 3 года, это и соответствующее экономическое регулирование, стимулирование, налоговое регулирование и так далее. Будут, наверное, определенные изменения в структуре, но структура меняться в основе своей не будет, потому что правительство продемонстрировало свою эффективность за 2012 год, мы отчет заслушивали. Хотя, еще раз напоминаю, что объективно ситуация экономическая усугубляется. Мы видим, как девальвировался российский рубль Российской Федерации. К сожалению, на несколько позиций, но девальвация происходит. Мы видим, какие негативные процессы в соседних экономиках происходят. Поэтому в этой ситуации, я бы сказал так, больше нагрузка будет на правительство в целях поддержания социальной стабильности.